да? И их статья дохода уже лет 30, лимузины такие, 70-местные, которыми они поднимают за 15 долларов поклонников на гору. Все как положено. Идея единства над этим регионом. Материи и духа, единство Бога, единство человечества, единство. Где нищие? На паперте. Правильно? Там, где открываются сердца людские, открываются карманы. Этим живет эта земля. У нее нет иных статей дохода глобально-исторически. Сегодня есть другие кормушки. Сегодня платятся Израилю деньги не за святыни, которые у нас есть, к великому сожалению. Не они статья дохода, кормящие Израиль. Слева от нас, друзья мои, долина Израильская, долина Эсдрелонская, или сцена всех битв, которые были до, и той последней битвы, которая будет после. Единственная просьба только не вставать, когда мы едем. Большая просьба. Спасибо. А будем ее видеть то справа, то слева. Мы идем такими меандрами, петлями поднимаемся наверх. Впереди сейчас, вот мы повернем налево, через сосны будет еще раз видна гора Свободы. А на вершине ее стоит замечательно красивая церковь. Одна из самых красивых церквей, отстроенных Антонио Барлуччи. Она сейчас там не видна, она будет видна, когда будем объезжать продолжение нашего пути. А великий Антонио Барлуччи был славлен. Был архитектор францисканский, создавший большую часть католических храмов на ландшафте этой земли за 40 лет своей жизни и активности здесь. Славлен был тем, что Ватикан не принял его проекты перестройки храма Назаретского, который я отсюда принят был проект Джованни Муччо. И построен был бетонный монстр, который вы увидите, который очень нетрадиционен глазу, привыкшему, например, к русской церковной архитектуре. Но весь этот монстр бетонный, он крыша бетонная, на чем-то очень важно. Над часовенкой, руинами часовенки 6 века, которая за 1400 лет, на этом ландшафте определяет дом Иосифа Обручника и Девы Марии. Иосиф Обручник, обрученная ему Дева Мария. Да? И хорошие христиане, первое предложение Нового Завета какое? Вспомнят? Самое первое. Канон со времен императора Феодосия. 384 год по Русской. Кто открывал Новый Завет? Это множество открывалось. Должны помнить.